Сколько неразгаданных тайн хранит планета Земля. Бесценные сокровища ее истории все еще сокрыты от нас. Но настанет сужденное время, когда мир узнает правду об удивительном наследии прошлых цивилизаций. Узнаем правду о своем прошлом и мы, осетины, маленький народ, живущий в самом центре Кавказа, который не просто уверен, но на генетическом уровне знает о своем происхождении от легендарных народов древности – скифов, сарматов и алан. Еще в 1920 году воин, ученый и посвященный Сослан Темирханов писал: «Если бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ируна и не допускали ничего недостойного». А в 2008 году увидела свет книга нашего современника Славы Джанайты «Три слезы Бога», рассказывающая о тайнах, открывшихся ему и его единомышленникам в процессе восстановления Рекома, древнейшего храма единого Бога на территории Европы. Им давно было понять, что будущее осетинского народа начинается в его прошлом. Об этом наш фильм. Эти великолепные бронзовые изделия 4000-летней давности были найдены археологами в районе строящейся в Туальском ущелье Северной Осетии Зарамакской ГЭС в 2007-2008 годах. Помимо захоронений на территории Адайдонского некрополя было обнаружено и одно из самых древних святилищ Северной Осетии со следами древнеостинского обряда Бахфалдишин – посвящение коня. Материалы этого памятника, они являются уникальными. Но, пожалуй, еще более уникальным является вот этот культовый комплекс, который перед нами здесь находится. Само строение этого культового комплекса, оно очень архаично, что говорит о том, что оно возникло еще в эпоху промежуточную между энеолитом и бронзовым веком. Обратите внимание на вот эти ниши в стене, на саму кладку, которая осуществлялась вперемешку между сланцевыми плитами и крупным речным булыжником. Сам характер этой кладки говорит о том, что эта стена достаточно архаичная и древняя. Она связана с первым периодом существования этого кабанского поселения, с которым связан этот могильник. Здесь небольшая ниша-выемка. Аналогичные выемки и ниши существовали в эпоху Шумера, древнего Шумера и позднее в ассиро-вавилонских храмах. То есть достаточно редкая и, в общем-то, говорящая о связях с Месопотамией, с древним двуречием, с культурами древнего двуречия архитектурная деталь. Здесь, с этой стороны, мы также видим то, что стена, она является очень мощной, очень крупной. Толщина этой стены превышает 1,5 метра, и для нас является загадкой, почему именно была необходимость в культовом здании создавать такую мощную толщину стен. То есть, по всей видимости, помимо культовых нагрузки, данное здание еще могло иметь и фортификационный характер. Здесь, если вы обратите внимание, и встречаются вдоль стены куски сланца. Эти куски сланца являлись тем полом, который настилал от начала и до конца всю эту стену. То есть именно по этим сланцевым плитам вступали ноги носителей кабанской культуры, когда они проходили по данному культовому комплексу. Обратите внимание, с самого начала, вот здесь вот идет полукруглая кладка крупных камней булыжника. Здесь была специальная обкладка, то есть, по всей видимости, поверхность данная, близкая к поверхности алтаря, по своей значимости могла быть. Следующее, это вот данная конструкция, тоже полукруглой формы, выложенная крупным булыжником. Если бы здесь перед нами была бы аналогичная конструкция, выложенная из кусков сланца, можно было бы говорить о каком-то другом значении данной конструкции.
Здесь же, по всей видимости, она также продолжала иметь именно культовое значение. На территории данного культового комплекса мы имеем находки лошадиных черепов, которые говорят о том, что данные черепа использовались в ходе культовых мероприятий. Данное культовое мероприятие в астинской культуре прекрасно известно, это обряд бахфалдишн, посвящение коня мертвому. Причем этот обряд, он восходит к индоевропейским культам и соприкасается очень плотно с культами, указанными в Ригведе, жертвоприношения коня, которое существовало у древних индийских племен в период завоевания Древней Индии. То есть здесь мы выходим на соприкосновение с реликтами древнего индоиранского, индоевропейского мира, которые данный культовый памятник позволит реконструировать. Согласно древней легенде о Твальском ущелье, Бог поселил здесь мифических нартов, к которым спускались с небес ангелы и обучали их различным ремеслам, искусству и воинскому делу. А до них, как гласят мифы нарского эпоса, на этой земле жили гумиры, идолопоклонники. Теперь обратимся к исторической науке. Как свидетельствуют выдающиеся археологические памятники пещеры Кудару, Мыштулак-Талагат и другие, территория Осетии была обитаема с самых древнейших времен, еще с эпохи Палеолита. А затем, в IV тысячелетии до нашей эры, в горах Кавказа внезапно появляется народ с высочайшим уровнем культуры, о котором известный археолог Городцов писал: «Необычайно яркий расцвет бронзовой металлургии, производившей массу подлинно художественных предметов, стоявших на грани высокого искусства, оказался непревзойденным и в последующей эпохе». Именно к этому же периоду, 4-5 тысячелетия до нашей эры, относятся и все самые удивительные загадки древнего мира. Они позволяют говорить о существовании в древние времена единой высокоразвитой культуры – Крым, Алтай, Урал, Казахстан, Западная Европа, Северная Африка. Повсюду находят следы народа, в разное время называемого по-разному – скифами, сарматами, аланами, роксоланами, аорсами. Как известно, весь древний общинный период истории человечества в науке принято назвать индоевропейским миром. Народ индоевропейцев, народ ариев, был создан Богом в противовес их предшественникам идолопоклонникам гумирам. По мнению Славы Джанайты, специалиста по Ир-Ас-Аланским святилищам, именно в начале 4-го тысячелетия до нашей эры из лучших представителей индоевропейцев в сердце Кавказских гор создается страна Ир, которой суждено было на 3 тысячелетия стать духовным центром всего арийского простора от Дуная до Алтая, центром идеологии единобожия. Название, выделившееся из среды иров элиты, было нарты. Нарты хранили общие индоевропейские святыни, владели тайным жреческим языком, хатиаковжак, воспитывали лидеров-вождей. Они владели материализованной энергией мысли, о чем свидетельствует встречающееся в легендах выражение «хонгадурой амат машкота», то есть башни, построенные без применения физической силы. Нарты имели глубокие познания в области астрономии. Об этом говорят чашечные камни, камни-лабиринты и сохранившиеся в Архизе остатки древней Аланской обсерватории. Наверное, не случайно это выбор пал еще сюда, потому что здесь внизу древний аланский телескоп. Внешне он напоминает практически вот Улугбековскую обсерваторию. Диаметр его довольно значительный, но с высоты птичьего полета можно четко заметить вписанный в этот круг восьмигранник.
эти грани определяли определенные части и отметки, и аланы, пользуясь вот этим астрономическим инструментом, ведь умели пользоваться этим астрономическим инструментом. К сожалению, на сегодняшний день мы навыки пользования не знаем, утеряно. Этому способствовали некоторые исторические события на рубеже XII-XIII века и, конечно, разрушение, которое подверглась она в дальнейшем. Так что спустя тысячелетия человечество выбрало это место не случайно. Так что новая обсерватория стоит на земле прежних предков. Зная о существовании светлых и темных сил, Жатте Ама Далимунта, Нарты Асы призывали к этикету сдержанности во всем. Хиул Хасанзинат, чтобы человек умел владеть собой и не попадал под влияние темных сил. Абсолютно все, от образа жизни до жилищ, одежды и традиций, было подчинено порядку, основанному на глубочайших знаниях о законах, строении и структуре мироздания. Предвидя наступление эпохи тьмы, мудрые предки спрятали известный им сакральный смысл в языке, традициях, обычаях, во всем, что входит в понятие непереводимого слова «ахдал», завещая жить согласно табуированному принципу «фатче на фатче». Последние посвященные в эти знания представители мистерии асов передали своим потомкам ключи к познанию древней идеологии в виде учения Нартиады и знаков символов, зашифрованных в культовых сооружениях и национальных обрядах. Первым ключом к раскрытию знаний асов стало изучение святилища Рекум. А началось все в 1995 году, когда сгорела эта древняя святыня. Тогда потрясенное общество будто внезапно очнулось от векового сна. Народ стал осознавать все величие этого уникального памятника и масштабы своей потери. К счастью, вскоре появилась группа энтузиастов во главе с художником Славой Джанайте, которая решила построить новый храм на месте сгоревшего. Как выяснилось, древнее святилище горело уже неоднократно. В осетинском народном предании сохранилось поверье, что когда на храмовом месте терялась чистота, извращались обычаи предков, тогда возгоралась очистительным огнем деревянная святыня, принося себе великую жертву за людские падения. Поэтому молодые подвижники приступили к работе с исключительным благоговением, соблюдая все ритуалы, очищаясь духовно и физически, следуя нравственно-этическим нормам древних служителей храма, искренне желая при этом ничем не нарушить священные законы. Изучение святых мест и прилегающих к ней территорий открывали им тайну за тайной. Слетала пыль тысячелетнего забвения, покрывавшая сакральные территории древних нартов-асов, стала раскрываться древнее послание информация, обозначенная в символах и образе храма-хранилища. Вслед за Рекумом стали восстанавливаться древние святилища в Цельском ущелье, в Горной Санебе. Ряды строителей неуклонно росли, пополняясь людьми, в чьей крови, духе и генах мощно и властно звучал голос предков. Голос, призывающий вспомнить и осознать всю тайну и величие своих корней.
Процесс восстановления святилищ сопровождался удивительными знамениями. А в 2000 году у стен возрожденного Рекома был впервые проведен праздник в соответствии с древними ритуалами. Возрождение завещанной ассами учителями религиозной традиции, возвращение к истокам своей древней веры, а в Осетии началось именно с Рекома. Объясняя смысл таинства молитвы и призывая к благоговейному следованию оставленным предками предписаниям при исполнении сакральных ритуалов, последователи Ир-Ас-Аланской идеологии добиваются определенных результатов, и с каждым годом растет число паломников, стремящихся попасть в святое место. А праздник становится все величественнее и краше. По мнению Славы Джанайты, в древние времена праздник в Рекоме мог проходить примерно так. Для паломников, направлявшихся в лоно священного ущелья Ивард-Реком протяженностью 12 километров, праздник длился несколько дней. Вступив в сень священного леса, тропа проходила прежде всего под неспадающим с крутого склона водопадом, чтобы путники смогли очиститься и войти в определенное состояние сознания, проникнувшись духом окружающей их красоты и величия природы. Здесь они переодевались во все чистое, светлое и босиком направлялись к Амбар-де-Феш, с которой группы паломников шли к существовавшему в былые времена святилищу Афшанзвар. Здесь проходил обряд братания, была поляна для стрельбы из лука. Далее тропа шла через 7 святилищ Мадемайром. Это женские святилища. А женщина, идя сюда, вышивала
яркие цветные ленточки, которые затем привязывала к ветвям дерева. Рядом со святилищами Мадемайером расположен Кувандур, молитвенный камень. Это святилище, предназначенное для совершения нескольких ритуалов. Здесь проходил обряд посвящения годовалого ребенка Мадемайерому Звару. Его катали по камню и приговаривали «Шошлана тахта бафта», «Да будешь одарен ты силой сослана». Далее паломники проходили мимо Чижитыкафанфаш. Это была территория, на которой располагалась женская половина молящихся. Сегодня на месте некогда большой ровной поляны расчищена лишь некоторая ее часть. Сюда с основного Щимдефажа после совершения ритуального танца Щим приходили молодые парни и приглашали девушек на танец Хонга. На территорию священного Рекома вступали только мужчины, одетые во все светлое, босиком, без оружия. Когда-то перед храмом была огромная поляна, на которой амфитеатром располагались десятки так называемых сардаков-классов, доходивших до самых скал. В их центре происходили основные ритуальные действия. На примере данного сардака можно сказать, что все они были сориентированы строго по сторонам света. Летом из-за пышной растительности уже очень трудно увидеть их очертания. Лишь поздней осенью начинают вырисовываться границы Г-образно возведенных стен. Анализ строений и исследования территории показали, что сардаки были построены задолго до прихода сюда предков современного населения. Это были классы, в которых обучали молодежь. А к самому интересному открытию привели изображения древних символических крестов на двери Рекома. Это была оставленная предками древняя карта расположения трех слез Бога, трех величайших святилищ – Рекома, Мкалгаберта и Таранджелоса, постижение тайны которых сможет помочь открыть врата к знаниям предков. Следуя загадочной карте-символу из трех крестов на двери Рекома, Слава Джанайте обнаружил еще несколько древних священных мест – Асгардов, расположенных в соседних ущельях. В районе святилища Шиданы Мкалгабр, Месикоме, Вуилса и в Курдатинском ущелье в районе святилища Заринум. В них тоже в точности наблюдается та же структура, что и в Рекоме. Наличие храма-хранилища, кафанфаш и классов сардаков. Стало известно, что после эры похолодания Кар-Ама-Карафараштаг нарты, оставаясь в горах, создавали поселения Асгарды, где подготовленные ученики постигали высшую иерархическую ступень ассов, посвященных в тайные знания космоса. Святилище Уастин – это не строение, одно какое-нибудь строение, а это огромная территория. В данном случае это все ущелье. Когда-то оно называлось не Цейское ущелье, как сегодня называется, а когда-то называлось оно Ивардриком. Иногда его называли Хурыком, но в данном случае тогда получается, что святилище и Старый Реком, и более поздний Реком, современный Реком, да, они находятся на всей этой территории. В храмовые территории Осетии входило несколько сооружений. Это обязательно храм-хранилище, это обязательно Шишамат, это обязательно сардаки, классы, ночлежки, это алтари. А одним из видов алтарей в древние времена являлись так называемые зиккурат. Это нечто вроде трехступенчатых пирамид. Вокруг ограда, в центре квадрат, тумба и на квадрате стела. Если мы внимательно посмотрим на данный алтарь, то мы увидим, с краю идет кусок каменной ограды. Скорее всего, она была замкнутая и шла кругом вокруг вот этой тумбы. В древние времена, скорее всего, она заканчивалась стеллой. У Астин была вера космогоническая, она на законах мироздания построена, и поэтому всегда должно было быть обозначение
чего-то космического. Квадрат – это обозначение Земли, стела, когда-то существовавшая здесь стела, обозначение духа, пронизывающего эту Землю. И вот ограда – это космос, космическое пространство. Храмы и праздники храмовые строились именно по солнечному календарю. Здесь мы видим часть камней, которые в свое время обозначали некое подобие солнечных часов. Вот мы видим. Если посмотреть теперь на поляну, которая, как и все святые места у Остин, чудесным образом не зарастают, детальное изучение его покажет, что здесь находилось огромное культовое сооружение. По контуру этой поляны каменная кладка, разрушенная каменная кладка. Она где-то метров 70 в диаметре. Для сравнения, современный реком это 25 метров в диаметре, Шишамат. Здесь 70. Какое огромное сооружение это было. Сооружение, которое находится внутри поляны. Вот она имеет четкие очертания. Здесь упирается в ограду. Ту ограду, которая была когда-то вокруг всей этой поляны. В древние времена все строилось по космогоническим законам, строго ориентиром по сторонам света. У Остин обязательно молились на восход. И мы обратим внимание, как поставлена вот эта стена. Мы увидим, она строго показывает расположение юг, север, запад, восток. Исследования показывают, что наши культовые сооружения уходят глубоко во времена индоевропейской общности. То есть самые первые времена появления здесь людей, строительства храмов. И фактически культовая идеология, культовая архитектура в этих остинских святилищах фактически не прерывалась. Так что мы можем смело говорить о том, в какие времена это было построено, сколько мы несем идеологическую ценность наших предков. Если посмотреть на карту расположения данных святилищ, вот именно вот этого старого рекома, Сидан Калгаберта и Таранджелоса, которые находятся, допустим, в Тибе, да, то они находятся ровно по меридиану, по одной линии. Одним из основных определителей элементов остинских храмов являются сардаки. Они все представляют одинаковую форму, где можно было находиться человек 30, которые могли учиться, познавать, в то же время и ночевать, и питаться здесь. Они имеют вот такую Г-образную форму, как бы прихожая, где находится камин. Далее сооружение, где-то на метров 20, вытянутую 15-20 метров, они вот такой длины. И все эти сооружения расположены строго по сторонам света. Здесь можно было питаться, находиться несколько дней, даже жить. Каждый сардак оформлялся камином. Вот камин. Сардаки каждый оформлялись нишами, священными нишами, их было даже несколько. Одна ниша, вторая. Обычно они представляли собой места проживания бнатахисова, хозяина места. Сардаки, классы, это первое и одно из главных обозначений культовых сооружений Осетии. Если мы где-нибудь находим сардак, а тем более рядом Симдефас, Кафанфас, площадки танцевальные, то смело можем говорить, что перед нами культовое сооружение. Продолжение рассказа о святых местах Асгардах, о классах сардаках, которых асы-учителя обучали молодежь, приведем и цитату из книги Аттагуна «Два тысячелетия одиночества». С 14 лет мальчик поступал в распоряжение асов-учителей, школата. Отбирали склонных посвятить себя богослужению демократично, согласно таланту, а не состоятельности. Большинство выбирали воинское поприще. Воины становились вождями, их подвиги воспевались в кадагах. Асы вели умеренную жизнь, давали обет безбрачия. В школах обучали терпению, стойкости,
уважению к людям. Проходили выпускники обряд посвящения, инициации. Прошедшие иерархическую духовно-идеологическую познавательную школу Зуар, нарты Ассы обозначались современниками как непревзойденные воины, воины-жрецы, мудрецы, боговоины, ассы-сверхчеловеки и даже ассы-боги, как Один, Будда и Зороастр. Более 600 лет остатки Алан сохраняют религию ассов, ее ритуалы и другие таинства. Риком – это первая ступень школы Зуара, Мкал-Габр – вторая, Таранджелос – третья. Чтобы обеспечить неуязвимость школ Зуаров, нарты Ассы обустроили все подходы к священной территории сетью мощных оборонительных укреплений. Сохранившиеся до наших дней остатки этих укреплений – Нузальская крепость, Кавказская стена, Галфандак в Касарском проходе, оборонительная стена в районе Буголтыкал в Куртатинском ущелье и крепость Дар-и-Алан в Арвыкоме. Пока существовала мистерия ассов, священная мировая гора никем никогда не завоевывалась. И благодаря этому осетинам удалось сохранить язык, культуру и духовность, уходящие корнями во времена индоевропейской общности. В далекой древности первохрамы находились высоко в горах, на высоте 2500–3000 метров. Со временем они, согласно многочисленным легендам, переносились ближе к поселениям людей. И происходило это не по воле и желанию самих жителей, а по чудесному знаку свыше. И таким образом, завещанная нартами-аланами идеология была унаследована осетинами в виде определенных ритуальных действий, основанных на великой мудрости и множестве сакральных символов. Мы находимся на одном из святых мест в Иравском районе над селом Новый Рух. Это Аланский курган. Захоронение тут царское. Не зря его делать святым местом. Очевидно, именно здесь, чтобы люди сохранили это место. Сделали тут курган, похоронили тут предводителя. Вот. И люди сюда тропу не забыли. А теперь люди должны знать, что это было место, откуда можно было связываться с высшими силами. Тут молились единому Богу. Святое место – это есть сосредоточение силы. Это место сосредоточения белой силы, с помощью которого наши предки, наши учителя нарты могли связываться с информационным полем Земли. Информационное поле Земли – это вся информация, которая накапливалась веками про все цивилизации на нашей планете. Нарты имели прямой доступ к ним. Когда-то нарты могли видеть другие планеты, могли видеть за сотни километров. Знания, которые они обладали, сейчас кажется чудом. Хотя чудом это тогда не называлось, это называлось доктриной или знаниями, которыми они пользовались. Как это примерно проходило? Зуарлок приходил у нас в святое место, входил в какое-то определенное состояние, когда он мог напрямую общаться с высшим разумом. И ему давались указания, которые он уже потом исполнял конкретно там, где он находился. Вот поэтому нарт, правильная его трактовка, это учитель. Нарт это учение, наарт, стремление к огню или к свету. Свет это всегда было учением. Нартон это человек, который следует этому учению, то бишь учитель. Наша доктрина, которая была и которой много тысяч лет, она ничего не имеет общего с язычеством. Даже в истории известно, что аланы делились на три категории. Аланы-аорсы, аланы-роксы и аланы. Аланы-аорсы были рыцарями, которые охраняли свет и знания Алании. Роксы это были посвященные цари, которые давали знания. Как их отличали между собой? Аорсы имели право носить оружие из метеоритной стали и носили на груди знак солнца. Потому что солнце
в поверье наших предков. Это часть силы, малое подобие чего-то огромного, которое дает силу всей Вселенной. Аланы, просто аланы, это были воины, земледельцы, ремесленники, искусные мастера, которые были не менее важной кастой, как может показаться сейчас, просто на себя называли аланами. Нет, они все были равны. Каждый из этих людей, если бы он встал, они и пили, и ели, и праздновали все за одним столом. Между ними не было разницы. Просто между ними была разница того, что роксы были просветленными. Рокс. Человек, который стремится к свету. Они были учителями. Они, конечно, были выше, чем все остальные. Они обучали всему, что есть до сих пор у алан. Аланы-аорсы, это были, можно сказать, нашим языком, это специальная гвардия роксов, которые охраняли и святые места, и знания, которые накапливались веками, и те самые врата знаний, которые ждут. Поэтому аланы и были привязаны к Кавказским горам, потому что Кавказ – это третий вечный материк, который хранит какую-то одну из 3 тайн, которая должна, не знаю, когда открыться, но 3 тайны, которые есть на планете Земля, которые хранит 1 Кавказ, 2 Тибет и 3 Алтай, они в скором времени должны открыться. Первые должны открыть свою тайну аланы, которая будет той лавиной, которая возродит землю, соберет войско света, как говорится в легенде, и погубит тьму раз и навсегда. Высшая сила не оставила их, все-таки оберегала и дала им возможность донести до наших дней, несмотря ни на что, обычаи и символику, где хранится очень много информации, просто к ним надо присмотреться. Человек, который хотя бы чуть-чуть присмотрится, откроет для себя такие чудесные вещи, что никогда больше не уйдет с этого пути и пойдет по пути истинного алана, человека благородного, чистого и душой, и телом. Святые места Звары, молитвенники, обязательно располагались вблизи абсолютно всех поселений осетин. Если возле равнинных сел бывало хотя бы одно святилище, то в горах их количество достигало от 5 до 15. А если учесть, что святое намоленное место излучает поток особой, чистой энергии, то можно представить, как должна выглядеть с высоты небес Осетия, излучающая священный свет своих многочисленных древних зваров. Если попытаться сегодня классифицировать виды святых мест, существующих на территории Осетии по группам, то к первой можно отнести священные горы, самыми известными из которых являются Кариухох в Алагирском и Куртатинском ущельях, Важа-Хох в Дигорском, Дбау-Василай-Хох в Даргавском, Булхох или Буршамзели в Южной Осетии и Шанай-Хох, знаменитая гора Казбек. С каждой из них связана не одна интересная легенда. Эти горы считаются Жаттыбадента, местами обитания ангелов. Существуют и священные ущелья, к примеру, Гудортыком, недалеко от села Воллакхо, где возносились молитвы покровителей гор всей Осетии, Цейское ущелье, Иварт-Риком и другие. Древнейшими молитвенными местами были пещеры. Они существуют и сегодня по всей Осетии. Священную пещеру Дбау-Асила допускается только Зварылак из фамилии Гуцат. В пещеру Кариухоха один раз в год поднимается группа молящихся. А праздник в пещере святилища Дикури-Ижат ежегодно проходит с участием представителей различных фамилий, живущих в Дигорском ущелье. О древности существования этого святого места говорят рога оленей и даже зубров, приносимых когда-то в жертву. Их количество позволяет говорить о существовании здесь этой традиции
в течение едва ли не целого ряда тысячелетий. В последнее время в пещере принято оставлять амулеты, снятые из шеи быков, приносимых в жертву в день праздника. Амулет вырезает хозяин быка, в течение года считавшегося невонт, то есть посвященным святому. Сейчас по количеству этих амулетов можно вести подсчет проведенных праздников, а значит и лет. Есть в Осетии достаточно много священных камней, предположительно символов мировой горы Кавказа. Удивительная легенда связана с камнем Зваром Авжандак в Куртатинском ущелье, согласно которой когда-то высоко в горах стоял молитвенный дом, в котором всегда были пиво и пироги, чтобы вознести молитву Всевышнему. Путник останавливался здесь, молился и отправлялся дальше. Но вот один нерадивый человек решил войти в дом повторно, уже не молиться, а отведать пищу. Рассердился тогда святой и навсегда захлопнул двери своего дома, обратив его в камень. Другой огромный валун святилища Фыр-Звар находится в высокогорном селении Ход. С ним тоже связана удивительная легенда, и существует поверье, согласно которому после затяжных дождей к камню с 3 пирогами, пивом и растопленным маслом приходит группа молящихся. Один из них направляется на его вершину и после молитвы выливает масло в определенное место, после чего, как утверждают старожилы, всегда наступали ясные солнечные дни. Известен в Осетии камень у святилища Хурхоры в Аштырче, селении Урздон, на котором скульптор Сосланбек Ециев изобразил сцену победы в Аштырче над силами тьмы, иллюстрируя бытующую здесь легенду о происхождении этого звара. Можно упомянуть и о курганах, святых местах. Самый известный из них – Сырх-Обау в селении Ольгинском. С его происхождением также связана удивительная легенда и существует определенный ритуал. Все паломники, приходящие сюда с ритуальными приношениями, должны с молитвами и песнями обойти 3 раза вокруг кургана и только затем подать свои 3 пирога Зварылагу для их освящения. Священными считаются в Осетии также определенные деревья, но молятся, естественно, не самому дереву, а, как и в любом святом месте в Осетии, всегда обращаются к Юнакачингсау, то есть Богу Всевышнему и созданным им светлым силам, покровителям Зварам. Таких деревьев в Осетии достаточно много, причем тысячелетние деревья, благодаря энергетике святых мест, чудесным образом выживали даже там, где вокруг выгорал лес. Часто святым местом у осетин становились родовые башни, как, например, башня Туаевых Бурмашек в Трусовском ущелье, у которой стали поклоняться Мады Майрому. Святой считалась также башня Сикуевых в Мамисонском ущелье, в которой хранилась фамильная реликвия. Местом обращения к высшим силам и проведения фамильных кувдов стала и родовая башня Дзуцевых в селении Ламардон Даргавского ущелья. Общенародным культовым местом является в Осетии роща Хетага, о чудесном появлении которой и многих связанных с ней удивительных историях хорошо знают жители республики. С древнейших времен на всей территории Осетии, особенно в горах, существовали и рукотворные святые капища, зиккураты, каменные постройки, деревянные сооружения и храмы-хранилища. За редким исключением древние культовые места до сих пор продолжают оставаться святыми для осетин. Там ежегодно совершаются определенные обрядовые действия. Выходцы из близлежащих сел, невзирая на расстояние и обстоятельства,
обязательно старается побывать на ежегодном празднике, проводимом однофамильцами и односельчанами в исторически почитаемом святом месте своих предков, чтобы вознести молитвы по древнему обычаю и поручить себя и свою семью покровительству и защите высших сил. При этом их не могут остановить никакие трудности, ни плохие дороги, ни крутой и долгий подъем в гору, ни неблагоприятная погода. Можно заметить, что в последнее время неудержимая сила генетической тяги все больше привлекает осетин к святым местам, и народ вдохновенно устремляется к тому, что привязывает его к родной духовной памяти. Древние символы, оставленные предками в ритуалах, дошли до наших дней. В основном праздники проводятся одинаково как в Южной, так и в Северной Осетии. Лишь в некоторых местах существуют определенные специфические ритуалы. В святилище Зывгейшезвар в Куртатинском ущелье есть две надочажные цепи, считающиеся священными. Согласно легенде, в давние времена в ущелье выпал глубокий снег, покрывший все вокруг белым ковром, и только одно место оставалось нетронутым снегом. Удивленные жители пробрались к нему и обнаружили на земле две раскаленные цепи, от жара которых таял вокруг снег. Поняли старики, что это священные цепи небесного Курда-Лагуна, и решили построить здесь святилище. С тех пор одной из цепей освящают мужчин. Другой – женщин. Причем зварылак, произнося слова молитвы, совершает концом цепи круговые движения на лбу между бровями. Подобный ритуал, но проводимый священным кинжалом, совершается в Даргавском ущелье в день праздника Тпауа села в Найфате фамилии Кокаевых. Я хожу харфа давод, мадана хошка нагода, макашка нагод. Визуар хошу, звар хошу. Анаш, маташ. Праздники Хсаузвар в Даргавсе и Рыны Бардуачбон в Гизеле проводят с вождением по селу жертвенного быка. При этом из каждого дома навстречу праздничной процессии выносят фанги, столики с 3 пирогами и пивом. Старшие их освящают молитвой, а молодежь присоединяется к шествию, и так они с танцами и песнями идут до самого святилища, где бык бывает принесен в жертву, а народ позднее собирается на празднично-ритуальные торжества. Интересен и обычай, которому следует в дни праздника Фалвара, выходцы селения Шхил Мамисонского ущелья. Поскольку здесь расположены капища, посвященные 3 божествам Шагум, Шамтхошт и Рагун Уаштаджи, то и молитва бывает обращена сразу ко всем 3 с 3 наполненными пивом рогами в руках, которые необходимо выпить сразу после произнесения молитвы.
Общим для всех праздников были всегда танцы, песни, а в былые времена еще и скачки. В Куртатинском ущелье на празднике Зири-Зуар и сегодня исполняют этот обряд, смысл которого был в демонстрации смелости, удали и мастерства молодежи. Макашдар тамонжиной бизгитчиктер аза бахот Амин. Амин. Я хотел именно фокус орта бинглавом, кеман арфуракеран тибулдер. Амин. Дашарабу бирод гарик мане асуар. Амин. Фахат лезай. А самое главное сегодня, пока не удалось еще раскрыть, расшифровать тайные символы и сакральный смысл, заложенный в астинских обычаях и традициях, необходимо их исполнять в том виде, в котором они были нам завещаны и в котором донесли их до нас наши отцы и деды, унаследовав их от великих предков, нартов-асов, посвященных бесконечные тайны мироздания. غداوافت دوم أروام مسواي مجد مسواي كوفن دون بمسواي فتاجدر دولة دارش قاموا تارماوا أفتنا جغم بنتون قولوا فلقامة تارزاو ما يادي ماغماسوا تارو يفوتبلج خجو دكاجي تا راجي جاماندر ارتكدر كوفن دون بمدر أروام مدر كدن فندق سوا كارشل قويما كان صوتشل قويما ودي وداوما قشك بغم شاري سونيم بل دافت جغل نيمين يشي تخيبابتن كنزن فلا ويف دشتا عادي ماك سو زوار بم ميزوار نارخ كي كان ميشر بامبرشتا كنت شو قويما قافتمي دا قويما كتاو يخود شيشتا اما انا خودي قوام سداي زوار بم دكاجي تاوي ما جغم فندما سايما سوادي ما كوفن دون بم ارتزخونش كان مشاين اقر باخش فلا شيراك دروي في ما يراج جامان فدلتار هويراك كوتو ارتزخون كوتو ارتوري بخ كوتو ودالا شو قوي مقدرار خايتا جنزف ما فوا خويراك يبوار واشق دق خويراك سقوي ما كوتا يشر باباشتا شاق ما يشزختر باباشتو ما كومتف منزبا خويراك الميافتش دقيش كنون مشتيسنا كوتا فلزا كوتا قلزقاي تارتر قد كوتا ودا زوارنوم درما كوفغدا سمايش كنزنا كوفن دونبن مارخايت تا فلمن نوشته كومالي باغانيه وانا مويو كار زينات شبالون سماي رجع اخشري
أخشري فضلت كفتوي وتجن ما شرماغون رشتج صدر صوتي كرسديش ويشتر خاطرهم كون قديش ودي نقدر تخشريش كفتوي سمي زوار در مقصادور كفت المندر نايشة ويتخي خورج وايد ما يو سالدر بون راجدر يرشتون بيرا كوفان دتيش هلا يدور تنخاش كجاغيد زوار لقادمن كدر باسا ونقو ولا دارش يدر خوي راقا يدر زاو ما يدر ودما ما قشك غداو برد في دار كانت كوفن دتبن اما وي خجدر جنيد آدم شجون دا خاش تلدر ما دام فشتما فدلت دي مراج دخيل كوي В своей книге «Иры истории» Сослан Тимирханов писал: «Осетины держатся религии своих предков, согласно которой верят в единого Бога, Творца мира. Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия. Взамен священных книг она имеет мифологию, которая заставляет его стремиться к добру и свету. Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека ввысь прекрасному и бесконечному». Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще под открытым небом. Веруя в Бога, Творца мира, осетины, однако, жертвоприношения делают только покровителям духом, полагая, что от их вмешательства зависит достижение поставленных целей. Все религиозные празднества осетин служат солидарной общественности. За общим трапезным столом садятся на равную ногу и последний бедняк, и первый богач, и знатный, и простой. Проводят трапезу в собеседовании о мифических предках-нартах, о подвигах героев, а также об общественных и национальных делах. Это содействует взаимному пониманию и духу единения. Согласно нартскому эпосу, возрождение идеологии асов начнется во времена Северного Медведя, который вначале не поймет и даже помешает наследникам нартов, а затем именно он поддержит возвращение древней идеологии и поможет разорвать цепи, сковывающие вселенские знания Прометея, Амрана, Батраза. Уже многие столетия неприступные вершины Кавказских гор охраняют удивительные тайны древнего Эристона. Где-то рядом сокрытые ключи к их разгадке. И, наверное, они достанутся тем, кто, неся свое родословие от гипербореев и скифов, способен на всех уровнях сознания ощутить свою духовную сопричастность с этой легендарной землей. Она недаром хранит так много загадок, идущих из глубины веков. Земля эта отмечена свыше знаком особого Божьего благоволения и защиты. Здесь господствует духовное наследие Вселенной, хранятся тайные знания предков и существует совокупная сила многочисленных священных мест. Известно нам, что произойдет в будущем. Но пусть задумываются о нас потомки. Кто будет помнить о нас, тому наша слава достанется. Фаштагма сэр Саузан уйбаргажоном, фалайона аркодеканан фаштагатта, мах чихкодекана, накат удонан бажайзан, нарты качета.